Улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери, эмгек каармандары, урматтуу мекендештер, сиздерди улуу майрам жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. 9 май улуу жеңиш күнү эң маанилүү майрамдарыбыздын бири. Кыргызстандыктар үчүн бул ыйык майрам, эскерүү күнү. Биздин ачык асманыбыз бейпил жашообуз үчүн өз өмүрүн кыйган аталарыбызды эскерүү күнү. Улуу атамекендик согуш ар бир үй бүлөгө залакасын тийгизди. Бир дагы үй бүлөнү кыйгап өткөн жок. Бирөөнүн атасы, бирөөнүн уулу, бирөөнүн күйөөсү, бирөөнүн тууганы согушка кетип, ошол ойдон қан майдандан кайткан эмес. Бүгүн бардыгыбыз таазим кылып эскере турган адамдарыбыз бар. Дорогие мои соотечественники, сограждане, мы дорого заплатили за победу в той страшной войне, которая длилась почти 4 года. 1418 дней и ночей. На войне побывал каждый 6-й житель нашей республики. Более 300 тысяч солдат, офицеров. 95 тысяч из них сложили головы во имя этого дня, Дня Победы. Мы должны помнить подвиг воинов-кыргызстанцев, солдат и командиров легендарной Панфиловской дивизии. Именно они стали непреодолимой преградой на пути фашистов к Москве в ноябре 1941 года. Мы должны помнить подвиг простых солдат, таких как Чолпонбай Толебердиев. В августе 1942-го он, уже будучи раненым, спасая жизнь товарищам, своим телом закрыл амбразуру дота вражеского. Спустя несколько месяцев подвиг Чолпонбаева Толебердиева повторил Александр Матросов, а затем и другие советские солдаты. Но пример показал наш кыргызстанец Чолпонбай Толебердиев. Более 70 кыргызстанцев прижизненно или посмертно удостоены высшей награды Золотой звезды и звания Героя Советского Союза. Имена Талгата Бегельдинова, Николая Дмитрия, Чолпонбая Толебердиева, Осмона Якубова, Дүйшенкула Чокопова, Дайыр Исанова, генерал-майора Панфилова и многих других останутся в сердцах благодарных потомков. И в эти же дни, в эти же годы более 1 миллиона наших соотечественников самоотверженно трудились в тылу. Слова «все для фронта», «все для победы» стали для них смыслом жизни. И именно в годы Великой Отечественной войны была заложена основа промышленности республики. Именно в годы войны методом народной стройки практически вручную был построен Большой Чуйский канал. Это дало возможность освоить новые площади. На сотни тысяч гектаров пришла война. Старики и женщины, дети, подростки трудились на полях и фермах, на заводах и фабриках. Так они вели свою битву с врагом. Так они отстояли наш мир, нашу свободу. Все это сделали вы, дорогие наши ветераны, наши деды и бабушки, отцы и матери, братья и сестры. После войны вам пришлось поднимать страну, наводить порядок послевоенной разрухи. За несколько лет вы поставили разрушенную страну на ноги. За несколько лет. Своим трудом вы оставили нам огромное наследство. То, что вы тогда построили, до сих пор служит кыргызстанцам и будет еще служить многим поколениям. Я сам сын ветерана этой войны, и для меня это святой праздник. Мой отец прошел войну простым солдатом. Он никогда не рассказывал мне про войну. Он считал, что про нее лучше забыть, что плохое нельзя вспоминать. Что надо жить, верить и бороться за лучшее будущее. Вы, дорогие наши ветераны, пример того, как надо любить и беречь свою страну. Вы пример того, как жить и созидать. Как верить и добиваться лучшего будущего для своей страны, для своих потомков. Да, сегодня уже нет той огромной и единой страны, которая воевала с 41 по 45, которая называлась Советский Союз.
Но то, что мы пережили вместе с Россией, с другими братскими республиками, навсегда останется с нами, в нашей истории, в наших сердцах. Сегодня, в день нашей общей победы, по просьбе президента России Владимира Владимировича Путина, хочу передать его теплые слова благодарности и поздравления в адрес наших фронтовиков, наших ветеранов-кыргызстанцев. Дорогие мои соотечественники, сограждане, к сожалению, год от года ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны становится все меньше. Берут свои годы и старые раны. Нам нужно сделать все, чтобы каждый день их жизни был окружен заботой и вниманием, чтобы не было к ним чванства, пренебрежительного отношения. О таких случаях мне вчера рассказывали на встрече некоторые ветераны войны. Через 2 года, в 2015 году, будет 70 лет Великой Победе. Поэтому мной подписан президентский указ о праздновании 70-летней годовщины Победы как всенародного праздника. В соответствии с указом будет принята и реализована национальная программа, предусматривающая кардинальные меры по улучшению социального положения наших ветеранов. Я как президент обещаю, и я думаю, правительство приложит все свои усилия, и парламент поддержит для того, чтобы в бюджет были уже конкретно заложены финансы на решение тех проблем, которые ставят ветераны войны. Нельзя больше допускать, чтобы люди, которые проливали кровь, в чем-то нуждались, ходили к кому-то на поклон. И пускай даже с опозданием мы должны хотя бы вернуть свой долг тем, кто пока в живых. Дорогие сограждане, День Победы – это символ единства и стремления нашего народа к свободе и независимости. Великая Победа напоминает нам о бесценности мира и стабильности, которая начинается с каждого города, села, улицы, с каждого дома и семьи. Мы не должны предать героический подвиг наших отцов и дедов. Во имя будущего нашей страны мы должны беречь День Победы. Мы должны сохранить мир и спокойствие в Кыргызстане. Мы должны приложить все усилия, чтобы построить свободную, по-настоящему независимую страну, процветающий Кыргызстан. Только так мы сможем отблагодарить тех, кто ради нас отдал свои жизни. Только так мы можем быть достойными памяти наших отцов. Дорогие наши ветераны, любовь и преданность своей Родине, мужество и самоотверженность, трудолюбие и вера в лучшее, удивительная порядочность и скромность – это то, чему на примере своей жизни нас учите вы, поколение победителей. Мы знаем, когда вы с нами, мы способны преодолеть все невзгоды, воспитать достойную молодежь, построить сильную и процветающую страну. В День Великой Победы хочу выразить вам слова признательности за бессмертный подвиг, за ваш беззаветный труд. Вчера во время встречи с ветеранами, с фронтовиками, у меня спросили фронтовики, какое бы пожелание, какой приказ им даст Атамбаев как главнокомандующий. У меня, дорогие мои ветераны, к вам только одна просьба, одно пожелание, один приказ. Не сдавайтесь, живите долго, живите долго. Я хочу, чтобы вы увидели и 70-летний юбилей, и 80-летний, и 100-летний юбилей Победы. Живите долго. Урматтуу аталар, апалар, урматтуу ардагерлер, согуштун эркек каармандары, улуу жеңиш күнүндө сиздерге таазим кылабыз. Улуу эмгегиңер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бар, ырысыбыз бар. Биздин бактыбызга көп жашагыла. Көп жашагыла. Кыргыздын сөзү бар. Атаң жок болсо дагы атаңды көргөн бар болсун. Силерди көрүп аталарыбыз тескерип атабыз. Бар болгула, аман болгула, жаңыдан бутана туруп келаткан Кыргызстандын жакшылыгын көрүп калгыла. Мен ишенем, Кыргызстан жакшы бир жолго чыкты. Даңгыр жолдун башында турат. Турмуш оңолот,
ошо жакшылыкты көрүп калгыла, дүркүрөгөн күчтүү Кыргызстанды көрүп калгыла. Ошондуктан сиздерге бир нерсе каалаймын, аман болгула. Жамандыкты амандык жеңет. Ошондуктан урматтуу ветерандар, ардагерлер, менин ушу сиздерге бир эле өтүнүшүм бар. Көп жашагыла, көп жашагыла. Биздин керек болсо Кыргызстандын өзөгү, биздин балдардын баарыбыздын үлгүсү сиздерсиңер, фронтовиктер. Майрамыңыздар менен с праздником вас всех, с Днем Победы! С Днем Победы!